Дмитрий Медведев сегодня побывал с рабочим визитом в Ингушетии. Премьер-министр России осмотрел ряд региональных предприятий. Первым делом отправился в агрокомплекс «Сад-гигант Ингушетии». Оценил размах производства. Затем побывали на месте строительства перинатального центра, кстати, первого в СКФО. Здесь же рассмотрели вопрос дополнительного финансирования объекта. Репортаж Муслима Ганиева. Первым делом председатель правительства России осмотрел новое агропредприятие «Сад-гигант Ингушетия», где выращиваются более 10 наименований фруктов и 21 вид яблок. Главе правительства показали панораму яблоневых садов, а также фруктохранилище. Медведеву также показали готовую продукцию – крупные яблоки самых известных сортов, а также новый сорт, который временно назвали «Магаз». Этот проект делать в 2013 году мы не думали, что будут санкции. Мы построили самый эффективный. Вовремя подоспели, но мы, даже если вы их отменят, мы должны выжить, конкурировать. Поэтому мы суперсовременный сад построили. Когда мы отменим, вы уже всех выгоните с рынка других. Верно. Мы уже на рынке другие лезем, я вам скажу. Вот это у нас очереди вторые, 1100 гектаров. Сада у нас будет. Здесь ОРЦ на 50 тысяч тонн. Здесь производство сетки своей собственной. Здесь у нас подсобное себе помещение. Завод по производству. Или нет? Здесь у нас нужно будет нам по перспективе еще на 20 тысяч тонн. Но в Краснодаре мы два таких строим на 100 тысяч тонн. У нас там 100 тысяч тонн яблок, а всего хранения только 34 тысячи. В перспективе по плану. Вот это здесь у нас будет завод по производству соков. Мы натуральные соки будем делать. Вот здесь у нас питомник на 34 гектара. Я вам здесь уже как раз элитный. Да, элитный питомник у нас, как раз мы, его перспективе, мы здесь как планировали. Я попросил Узбек Баландгелевич, мы вылетели в Италию, показали, как там уже 100 лет это все строится. И мы на базе вот этого предприятия планируем привлекать местное население. Мы хотим раздавать саженцы, и у нас будет база, для них все есть, техника есть, субсидии есть, специалисты есть, мы можем все, нас с этого года просим, мы не успеем, но через год, я думаю, это будет масштабно, мы будем тиражировать его по всей стране. Первый в республике оптово-распределительный центр на 6,5 тысяч тонн с холодильными камерами для хранения фруктов и возможностью одновременного поддержания различных температурных режимов построен там же, рядом с садами и близ городского поселения Сунжа. На предприятии продумано все, начиная от выращивания саженцев и заканчивая производством соков и пюре. Все видят, что внутри творится. Там внутри две сортировальные. 15 ноября первая поступает. Самая современная итальянская сортировка, которая по калибру, по качеству. Каждое яблоко 20-30 сфотографируют, чтобы мы могли с сетями правильно работать. Вот здесь будет 20 тонн в час одно, 20 тонн в час второе. С середины с этих вывозят туда, сортируют. Ручной ничего нету, автоматически все, автоматически все, политизирует целую коробку, выгоняет под этим холодильник на 800 тонн внизу, и там отгружают дальше. Вверху офис, внизу, и они видят, здесь у нас будут такие, забетонироваться будет, здесь у нас будут стоять, коробку собирает, в том конце формирования коробки, и линии, с линии будут спускаться прямо коробки, прямо над к этим сортировочному узлу. Яблочная империя будет. Красота. Как отметили, на предприятии для хранения готовой продукции построены 24 камеры. В новые складские помещения на текущий момент поступило свыше 6 тысяч тонн яблок, более 20 сортов. Уже через 3 года мощность фруктохранилища увеличат почти до 60 тысяч тонн. Хорошие яблоки. Холодильники сколько они хранятся? Вот эти могут до следующего урожая храниться, год хранятся. У нас словенцы здесь, хозяин, кто строит, у нас есть. Это мы на конкурсе, на тендере выиграл он у нас. Он строит самое современное оборудование. И мы сейчас, если время будет, поднимемся, покажем вам. Представители компании посетовали на то, что из многочисленных крупных московских торговых комплексов яблоки из Ингушетии принимает лишь сеть супермаркетов компании «Магнит». Премьер обещал посодействовать в этом вопросе и поручил представить Минсельхоз России соответствующую справку. Вот наша продукция вся. Красота. Да. Они практикуют детский сад, вот такие яблоки поставляют. Мы сегодня да, это наши отжимки вода. Мы ее как раз модернизировали, завод отжимки. В этом году закончили, мы его модернизировали. Хорошо смотрится все так. Яблоки одно в одно. Нужно наше вмешательство. Министр, он сейчас занимается. Мы вот эти яблоки
в сети попасть не можно. Как бы мы ни... Я взял всех сетевиков, привез, сказал, всех сетевиков привез и в Краснодар, и сюда. Мы по 30 рублей только просим. Магнит, допустим, берет, потому что... Магнит только берет. Магнит Один берет, магнит с нами работает. Реально бывает. Остальные никто не может нормально А на работать. полке 150, Мы- а берут за 20, представляете? За 20, 30, 20. То есть она и Если у вас потребителя. есть такие сведения, вы Конечно, мы передайте, подготовим, подготовьте через справку, министерство, да, через делаем министерство всё. отдайте. Глава правительства также возложил цветы к мемориалу памяти Ислама Назрани, посвященному важным событиям истории ингушского народа. Краткий экскурс для главы правительства провел лично Юнусбек Кивкуров. Глава Ингушетии рассказал Медведеву о расположенных на территории мемориального комплекса памятниках, а также о планах открытия рядом патриотического парка. Сейчас заказали, кстати, 36 единиц Министерства обороны. И сзади Хотите делаем парк поставить? «Патриот». Правильно, это интересно. Да, одна из единственных вышек на Кавказе парашютных здесь тоже в республике. Мальчишки любят, да и вообще всем интересно. И вот эта аркада у нас, она вот образца, как мы говорим, там, со времен падения состава республики, ну, часть вот этой аркады, да, Первая мировая война, вот это. А вот эта аркада советского, революция, революционер. Кроме того, премьер в рамках рабочей поездки в Ингушетию осмотрел в Назрани строящийся перинатальный центр. Такие центры позволяют выхаживать младенцев даже с экстремально низкой массой тела. Перинатальный центр станет первым войсковым медицинским учреждением подобного рода. 850 тысяч квадратных метров у нас объект сам. 850 тысяч? Да, большой объект. Значит, сам корпус он состоит у нас из 7 этажей, также плюс цокольный этаж. Значит, по каждому этажу, если смотреть, то ключевой, начиная с цокольного этажа, это центральное стерилизационное отделение, дезинфекционное отделение и блок лучевой диагностики у нас находится здесь вот на цокольном этаже. Располагается. Значит, первый этаж у нас это приемное отделение, отделение дистанционное, консультативное отделение с выездными бригадами неонатальной и реанимационной помощи. А также отделение катамнеза, что очень важно для того, чтобы у нас детишки наблюдались после недоношенные дети в течение года наблюдались у нас здесь. Значит, на втором этаже будет клинико-диагностическая лаборатория. Здесь же располагается у нас женская консультация на 100 посещений в смену и также длинный стационар на 20 коек. Значит, здесь уже в отделении у нас находится послеродовое отделение. Здесь 2 блока по 25 мест, 50 коек и также послеродовые палаты по 10 на каждый блок. Руководитель республики в свою очередь обратился к премьер-министру с просьбой о дополнительной федеральной поддержке работы данного перинатального учреждения. Медведев ответил, что даст соответствующие поручения. На сегодняшний день работа на перинатальном центре по всем этажам. Люди работают по разным видам работ. В основном, значит, 6-й этаж, 5-й этаж, 4-й этаж, 3 этажа у нас идут, где подготовка к устанавливанию двери. Следом будет ложиться далее дверь по тепловому контуру, тепло стало в помещениях. Будем укладывать, сразу ставим двери, потом следом идет у нас линолеум и установка сантехники. И поэтажно мы поэтапно уходим сверху вниз и одновременно снизу, начиная с 1-го этажа, ведутся подготовительные работы, тоже к сдаче 1-х, 2-х, 3-х этажей. Напомню, строящийся в Назрани перинатальный центр будет рассчитан на 130 мест. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, устанавливается система вентиляции и проводится благоустройство территорий. Муслим Ганиев, Рамазан Ахильгов, Рахман Цуров. Новости 24.